Данный кабинет у нас уникальный. Здесь будут проходить у нас уроки лепки. Стены покрашены, пол застелен, система освещения, канализации и кондиционирования проведены. Сейчас в филиале художественной школы завершаются отделочные работы. Родители уже записывают детей на занятия. Открытие лениногорцы ждали 2 года. Каждый день практически родители приходят. Даже вот учебный год начинается у нас. Тоже еще прибавляются ученики, то есть они очень хотят родители развивать своих детей в этой направленности, потому что для ребенка здесь есть рост. Он может здесь обучиться, дальше пойти, например, также по этой специальности, и то есть мы уже как бы предпрофессии обучаем. Основное здание художественной школы Лениногорска находится на улице Ленина. Она уже полвека носит имя своего основателя Маснави Хайрдинова. Он заслуженный деятель искусств и народный художник ТССР. Необходимость в новой художке появилась 3 года назад. Прежнее здание не вмещало всех желающих. Проблему решили нефтяники, передав здание на улице Булгакова художественной школе. Только за 2,5 года выделено на Лениногорской 533 миллиона рублей. Это огромная сумма для нас. Она и дальше будет помогать развитию. Это, значит, ремонт больницы, школ, оснащение школ. Уже в сентябре учебное заведение распахнет двери для учащихся и удивит всех современными технологиями. В 8 кабинетах появятся интерактивные доски, которые помогут ребятам в изучении графического дизайна. Кадры есть, да. Мы 2 года назад увеличили муниципальное задание, увеличили штатное расписание. Сегодня с ходом работы ознакомился председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Он осмотрел выставочный зал, методические кабинеты, площадку, где скоро появится печь для выжигания изделий из глины. На капремонт нового здания по нацпроекту «Культура» республика выделила 35 миллионов рублей. Учащаяся молодежь объединена вот по своим интересам. И благодаря национальному проекту и с помощью объединения Татнефть, руководства нефтяного края, оно проводит капитальный ремонт. Прекрасное здание с хорошими условиями. И я думаю, те родители, которые направляют сюда детей и посылают их в эту школу, они спокойны за их сегодняшнее и за их будущее. Также вот сегодня Фарид Харалович ознакомился с программой «Культура», национальные проекты, в том числе и спорт, и молодежь. Сегодня очень важные программы и проекты сегодня реализуются в нашем городе. Сейчас в самой школе учатся 842 ребенка. Благодаря новому зданию появится еще 150 мест. В этом году у нас было подано 217 заявлений на новый учебный год, но всего мы могли принять 60 человек по муниципальному заданию. Это здание не подходило для нашего обучения художественно-эстетическому развитию, и было принято решение о капитальном ремонте. Район продолжает свое развитие. Строятся школы, детские сады, многоэтажки. Многие проекты реализуются при поддержке нефтяников. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лениногорский район.